Картофель. Этот корнеплод, пожалуй, известен всем без исключения. Многие его даже считают истинно русским продуктом. Он – наше гастрономическое все. Вареный, печеный, жареный. Он находит место во всех мыслимых категориях блюд, от закусок до десерта. Этот овощ настолько влился в нашу жизнь, что мало кто вообще представляет, что когда-то, не так давно, в России, а значит и в Коми-крае, его не было. Как и когда этот заморский корнеплод появился на нашем столе? Как вырастить идеальный урожай земляных яблок? Так ли он незаменим и насколько полезен? Мы попытаемся выяснить. Родина картофеля – Южная Америка. Индейцы не только употребляли картофель в пищу, но и поклонялись ему, считая одушевленным существом. Европейцы с этим представителем семейства Посленовых познакомились примерно в середине XVI века. Участники экспедиции Колумба стали первыми европейцами, распробовавшими эти чудо-клубни. Но кто и когда именно доставил первые картофелины в Старый Свет, доподлинно неизвестно. Да и всеобщее признание эта культура получила далеко не сразу. Появление картошки в России принято связывать с именем царя Петра I. Якобы находясь в Голландии в конце XVII века, самодержец так проникся вкусом блюд из этого овоща, что прислал домой мешок клубней и повелел распространить для выращивания по всей территории своих владений. Но, вероятно, эти сведения следует отнести к разряду легенд. Я думаю, что если он и завез, то кардинально это не повлияло на распространение картофеля. И о нем, если честно сказать, где-то, может, и полузабыли, не за исключением отдельных, редких представителей аристократии, которые, вероятно, понравился продукт. Известно, что при дворе Анны Иоанновны иногда подавали картофель. Тогда как у Елизаветы Петровны, по сути, о нем не было ничего известно, по крайней мере, при дворе. И, в общем-то, это стихло. Историки полагают, что северяне с картофелем могли познакомиться значительно раньше жителей центральной части России, благодаря голландцам и англичанам. Иностранцы открывали вдоль Северной Двины фактории, торговые поселения, где, вероятнее всего, продавали картофель северным купцам. Покупатели, в свою очередь, доставляли чужеземные корнеплоды по реке домой, чтобы попробовать невиданный деликатес. Но все же по каким-то причинам этот экзотический иностранец в то время на севере так и не прижился. Поэтому уже 17 век некоторые историки даже считают, что это некий такой самостоятельный очаг появления картофеля в нашей стране. Но так или иначе, к середине 18 века это все свелось по сути на нет, и сведения очень скудны, и это скорее как экзотика для каких-то бар, а не простого люда и крестьян тем паче. И есть народные любознательные отдельные личности, он может быть у себя в огороде, там 2-3 куста. Такое может быть, просто в документах не нашло отражения. 1761 год в России, а на севере еще и 1762 были неурожайными. Именно после этого случая в нашем государстве обратили внимание на картофель. Считалось, что это растение по сравнению с другими культурами не требует особого ухода, всегда дает примерно одинаково хороший урожай и его довольно легко хранить. В общем, такой положительный во всех отношениях овощ, который поможет спасти людей от голода. Поэтому уже через год вышли в свет разного рода научные статьи Академии наук о пользе возделывания картофеля. А в 1765-м Екатерина II отдала приказ об обязательной посадке полезного растения, клубни которого должны были быть немедленно разосланы по всем губерниям России. Указ Екатерины о пользе разведения земляных яблок или потетес и в скобках картофеля. Я считаю, что с этого времени и термин-то картофель окончательно закрепился в нашем языке. До этого потетес и больше даже земляные яблоки. Кстати, на Западе земляные груши почему-то, у нас земляные яблоки. И решили действовать более настойчиво, стали рассылать по уездным городам прежде всего. Для чиновников. В некотором смысле чиновников даже заставляли. Становилось неприлично не иметь картофеля в огороде у уездного чиновника. В Коми-край земляные яблоки доставили в 1770 году. Всего было привезено 1163 клубня. Семена раздали 34 жителям Яринска, которые в свою очередь должны были посадить и возделывать новую культуру на своих землях.
Среди них упоминается пофамильно, явно, что помнее по национальности. Из этих всех людей только у 4 картофель дал урожай. У остальных пропал, так написано. То есть вот отправная точка, можно говорить о 1770 году. В 2020 году 250 лет, можно говорить. Но я должен сказать, по крайней мере по источникам, он более настойчиво был в Мезенском уезде. А тогда северная часть нашей республики, она входила в Мезенский уезд. Тогда еще Печорский уезд не выделился. Это произойдет в 1891 лишь году, спустя более 100 лет. Но и здесь были такие всплески. То больше, то опять меньше. В 1805 году в Архангельскую губернию, прежде всего в Мезень, привезены специальные даже семена. Не просто там картофель какой-то, а агрономы обратили внимание, районирование некое. Я думаю, что это может быть первая попытка особые сорта здесь вывести. Картофель очень сложно приживался в России. Для популяризации земляных яблок предпринимались разные меры. В то время было создано специальное Министерство государственных имуществ. В его ведении было 52% казенного крестьянства России. Они несли повинности и подати именно в отношении государства, а не какого-либо помещика. Среди таких подданных и решили распространить картофель. Крестьяне должны были выращивать заморские овощи на своих полях. На одну ревизскую душу должно было приходиться 15 квадратных саженей посевов нового неизвестного растения. К ревизским душам относили мужчин от рождения до 70 лет. Тот, кто посадит больше или получит урожай выше, чем в среднем по губернии, получали различного рода премии. Были даже медали специально учреждены на короткое время. Большая, малая серебряная, большая и малая золотые. По коми-краю я не выявил, кто бы получал золотые медали. Серебряные присутствовали среди крестьян. Золотая там надо каких-то было достичь успехов очень больших. Принято считать, что крестьян только заставляли. Вот так вот, силой и так далее. Я должен сказать, что выходили многочисленные наставления, как сажать, собирать, хранить. И что из него можно получать. То есть это был не только кнут, это был определенный пряник, чтобы завлечь крестьян уже массово к производству новой культуры. Именно в эти годы, и в том числе вот в Коми, там 47-го года, по-моему, первый факт я нашел, крахмал стали делать. Но не все было так просто. Как оказалось, вручение крестьянам посевного материала и отведение под новую культуру лучших земель совершенно не гарантируют успеха предприятия. Ведь оставленные один на один с картошкой селяне не представляли, как нужно использовать овощ. Ну а поскольку картофельные плоды, как у всех посленовых, это ягоды на стеблях, то некоторые люди именно их и стали употреблять в пищу. Увы, многим несчастным это могло стоить жизни, поскольку из-за высокого содержания солонина наземная часть растения ядовита. Отравления также могли вызвать и неправильно хранившиеся, позеленевшие на свету клубни. Но в Коми крае подобных случаев не было зафиксировано. Мне кажется, что преувеличено, что ели плоды, они действительно очень ядовитые, крестьяне там травились. Вероятно, такие случаи были, но я по документам не нашел ни одного случая, чтобы было сказано, вот поел картофель и скончался. В других регионах, вероятно, было, потому что, это отмечают и историки. Но хотя, мне кажется, это вот народная вот эта вот волна шла, такая негативная картофеля, и оправдывать, почему мы не хотим, потому что травимся. В Коми крае внедрение картофеля тоже продвигалось довольно медленно и с переменным успехом. После Яринска земляные яблоки начали разводить в Усть-Сысольске, затем на Ударе. В Обьячевской волости крестьяне категорически отказывались заниматься разведением иноземной культуры. Чтобы полезное и легкое в разведении растений захотели сажать, один предприимчивый исправник придумал остроумный ход. Они посадили, а копать не захотели. Тогда исправник приказал поставить сторожа и запретил крестьянам прикасаться к этой картошке. Но сторожей приказал отобрать самых пьяниц и выдать им за счет казны по бутылке водки. Те соответствующим образом поднабрались, а ночью крестьяне выкопали картошку. Как говорится, что запрещено, то сладенько. Кстати, похожим способом в середине XVIII века популяризировал картофель аптекарь Антуан Пармантье, благодаря чему в 1993-м широко распространившаяся во Франции картошка помогла стране пережить голод, а французы поставили Пармантье памятник, которому каждый год приносят цветы и корнеплоды. В Обьячевской волости этот прием тоже сработал безотказно. На север, к Ижемцам и Усть-Целемам, картофель попал немного позже. Добраться в те края тогда было довольно сложно, поскольку кругом были болота. Шли на север по рекам. Сделав большой крюк, с Северной Двины выходили на Вычегду.
затем через Ухту на Ижму. Усть-Целемы недружелюбно встретили иностранного гостя. Староверы не хотели употреблять в пищу заморский овощ и продавали его за бесценок ижемцам. Ну а предприимчивые ижемцы, в свою очередь, поняв выгодность положения, покупали выращенные Усть-Целемами корнеплоды. В 1843 году вышла специальная книга по разведению картофеля в России. Там, по-моему, 147 страниц, и где-то 2/3 страниц посвящены, как замечательно можно делать самогон из картофеля. То есть вот народ, видите, даже таким путем пытались вовлечь. С 1870-х годов, после отмены крепостного права, крестьяне, оценив все достоинства нового продукта, стали добровольно выращивать картофель на своих полях. К началу 20 века и Усть-Цесольский, и Яринский уезды по посадкам перегнали север. В России вторым хлебом картофель становится где-то на рубеже 19-20 века. У нас это чуть-чуть попозже произошло. И связываю я это с тем, что сопротивлялась репа. На рубеже 80-х годов в Коми они уравниваются в площадях посева. А дальше репа начинает уступать. До внедрения и массового возделывания картофеля в Коми-крае крестьяне разводили в основном лошадей, коров, овец. Парнокопытные летом питались травой, зимой – сеном. Свиней почти не разводили, их было сложнее прокормить. Но с приходом картофеля этих животных в хозяйствах стало значительно больше. В 50-х стали употреблять картофель для корма скоту. Было распоряжение департамента уделов специально. Приказали, чтобы повысить удойность, кормить прежде всего коров. До начала 20 века картофель не имел товарности, то есть его ели там, где производили. Сегодня картофель можно купить в любом магазине. Многие хозяйства его выращивают в больших объемах. Чтобы получить хороший урожай в промышленных масштабах в наших северных условиях, производителям нужно учесть массу факторов. И первое – это, конечно, выбрать лучшие сорта картофеля для посадки. Выведением таких уникальных сортов занимаются в научно-исследовательском институте республики. По спелости, как определяется картофель. Когда начинает ботва немножко чуть желтеть, это уже говорит о спелости. А когда еще дополнительно ботва приседает, это называется прием приседания, то вот это уже физиологическая спелость наступает, уже картофель надо копать. Так вот, встряхнул, отрывается, значит, уже физиологически уже близко к спелости. Если не отрывается, значит, расти ему еще и расти. А шкурка снимается с картофеля, когда физиологически он не спелый. А когда он физиологически спелый, она уже сидит плотно только путем ножа. А так уж снять пальцем ее легко, такого уже не будет. Павел Конкин – селекционер-исследователь. О картофеле он знает почти все. Не один десяток лет он занимается выведением уникальных гибридов и сортов картофеля, адаптированных к северным условиям. Эти растения не должны бояться ни холода, ни аномальной жары, расти быстрее своих южных собратьев, давать стабильно высокий урожай, ну и иметь хорошие вкусовые качества. И ко всему перечисленному должны быть устойчивы к всевозможным вирусам, бактериям, грибам и насекомым. Получить идеальный картофель непросто. Над выведением сорта селекционеры трудятся без малого 15 лет. Каждый гибрид, начиная с одноклубневки, проходит 12 лет. Потом идет госсортиспытание 2 года. Для того, чтобы создать сорт, нужно минимум 14-15 лет, чтобы официально он был занесен в государственный реестр. Миллионы лет и шло расщепление такое между биологическими видами, или, как говорится, между растениями. То есть мы ищем исходную материнскую форму, которая была более жизнеспособна и более адаптирована к существованию на нашей Земле. То есть мы ищем исходную родительскую форму. Процесс селекции начинается с так называемых одноклубневок. Для этого сыктывкарские селекционеры отправляют несколько перспективных клубней растений с определенными характеристиками в Московский институт. Там ученые высаживают эти корнеплоды и дожидаются появления цветков. А затем в определенный период опыляют растения вручную. Тычинки собираются на стадию, когда бутон только начинает раскрываться, и где-то в течение недели надо ходить и как пчелка опылять. На ваточку вот эту пыльцу берут, и вот на этот, потом ее чехольчиком закрывают. Опылили, чехольчиком закрыли, чтобы других
перекрестного опыления никакого не было. Пестик с одного растения, а тычинки с другого растения. С разными сроками созревания, с разными там, характеристиками. 2 сорта различных. Или гибриды какие-то 2 различных. Из полученных семян вырастают растения с одним клубнем, величиной от 1 до 3-5 сантиметров. Причем корнеплоды из каждого семени будут обладать совершенно разными свойствами. Они будут отличаться по цвету, размерам, устойчивости к болезням и многим другим характеристикам. Получается такая пестрота. Из одной селекционной линии 100 примерно клубеньков отобрал я только 2 образца. А с другого отобрал где-то 24 или 25. Эти одноклубневки впоследствии присылают в Сыктывкар. А здесь семенной материал ученые высаживают и получают урожай из нескольких картофелин. Такой, который мы обычно привыкли получать. Выкапывают корнеплоды ученые исключительно вручную, чтобы минимизировать повреждения. Ведь раненый картофель будет больше подвержен разным болезням. После сбора ученые должны отобрать самые хорошие клубни на семена. Экземпляры с ненужными и плохими характеристиками выбраковывают по более чем 200 параметрам. Отбор лучших из лучших проводят ежегодно. Если хотя бы один клубень в кусту имеет фитофтороз, весь куст сразу бракуется. Скручивание листьев – это тяжелый вид вирусных болезней, оно сразу бракуется. По парше определяется, если больше 25% клубень покрыт паршой, то весь гибрид этот бракуется. А парша – это вирус или это… Это грибок. Потом малоклубневость. Размер клубней очень малый. Если меньше 40 грамм вся семья, количество клубней под этим одноклубневкой тоже бракуется. Так, мало клубней 3-4, если клубня в кусту, тоже бракуется малосемейный. Глубокие глазки, где-то более 5 миллиметров в глубину глазков, то при чистке отход увеличивается. И длина столона. Столон – это на чем образуется клубень. Столон может до 60 сантиметров, он ложится на плужную подошву и уходит в земле, прячется. Не в гребне можно найти клубень, в соседнем гребне. Поэтому тоже бракуется. Но избыточный компактный куст тоже не пригоден в дальнейшем, потому что если там 8-10 клубней, они начинают деформироваться, друг другу мешают развитию. А когда 5-10 сантиметров длина столона, это более приемлемо. И трещины, расколы в клубне тоже бракуются. Чтобы семена хорошо перезимовали, перед закладкой в хранилище их следует тщательно просушить. И даже, по словам исследователей, прозеленить в хорошо проветриваемом месте. Это позволяет в будущем защитить растения от вирусных, грибных и бактериальных болезней. Соответственно, гнить картофель будет меньше. Да, и низкие температуры такие зеленые экземпляры переносят значительно лучше. Первый период, месяц целый, картофель при закладке на хранение, он интенсивно дышит, чтобы снизить дыхание, потому что когда дышит, картофель потеет, конденсат образуется и развивается всякие болезни. Размножать картофель можно несколькими способами. Из семян вырастут одноклубневки. Такой способ почти никто не использует. Он достаточно трудоемкий. В основном все привыкли выращивать картофель из небольших клубней. Последние, по словам ученых, ни в коем случае не стоит резать перед посадкой. Такой семенной материал быстро заражается вирусами и бактериями. Урожай можно получить и вот из таких глазков отростков. Картофель ранней весной нужно достать из хранилища и положить на окно, на несолнечную сторону. Весной проросшие саженцы следует посадить. И из этих сине-зеленых отростков, по словам ученых, тоже вырастет превосходный семенной картофель. Плюс ко всему, такие образцы будут менее подвержены разным болезням. С одного клубня такого-то получаешь 10 штук световых ростков, отделяешь от тела, получаешь более здоровый картофель. Отчасти где-то на 30, а то и на 50% освобождается от вирусных болезней. 10 таких световых ростков высаживаешь и получаешь семенной материал в размере ведра. Обычно 3-5 коэффициента размножения вот, в полевых условиях, а это может 100, а то и даже и до 1000. По словам селекционеров, Коми-Республика – идеальный регион для выращивания картофеля. На опытной станции для чистоты эксперимента никакой химии при выращивании этой культуры не используют. Тем не менее, даже в таких условиях здесь получают неплохой урожай.
Единственный метод, который ученые используют для обогащения почвы минералами, дают земле отдохнуть, а в это время здесь высаживают другие культуры. Затем через год перекапывают. Таким образом, немного восстанавливается баланс микроэлементов в почве. Необходимо дополнительно где-то 50 грамм селитры, аммиачной селитры, вносить перед закопкой или весной перед перекопкой, чтобы ускорить процесс разложения выточенного органического вещества. Это для того, чтобы получить урожай. При сбалансированном соотношении углерода к азоту, когда ты органику закапываешь, а если не хватает азота для разложения органического вещества, то оно берет из почвы, из гумуса азот. А если из гумуса берет, то уже растению мало достается. Но все же, по словам ученых, без дополнительного внесения удобрений получить полноценный хороший урожай невозможно. Без дополнительных внесений фосфора и калия получать полноценный картофель в республике невозможно. Это в среднем по республике. Фосфор, он у нас считается, почва холодная, должен быть фактически внесен двойная норма фосфора. А калий для того, чтобы ускорить накопление органического вещества в клубнях и крахмала, и в дальнейшем даже способствует он сохранению. Если в картофеле слишком много азота или калия, он темнеет или трескается. Но у какого именно микроэлемента в избытке? Что называется на глаз, не определит даже опытный специалист. Узнать химический состав почвы помогут на агрохимической станции. Здесь проведут нужные исследования и дадут рекомендации. Площадь может быть любая, даже вплоть до грядки. Нам нужно в среднем полкилограмма земли для подготовки анализа. Предполагается, что на этом участке будет произрастать морковь, картофель, свекла, все что угодно. Указывается площадь, и с этого участка берется несколько проб, их объединяются и отправляем уже в лабораторию. В последующем под эту культуру мы будем выдавать рекомендации по внесению каких-то удобрений. Мы закладываем определенную урожайность, которая необходима для обратившегося лица. И под эту урожайность мы рассчитываем уже дозу удобрений. Собранные образцы на агрохимическую станцию привозят вот в таких мешочках. Здесь почву помещают в специальные шкафы и сушат от 2 до 7 дней. Затем каждый экземпляр регистрируют в специальном журнале и отправляют на размол. За весь сезон вот что образцы отбирали, вот эти все кассеты, они готовы, они на веске готовы для определения калия-фосфора. Каждая кювета каждому образцу соответствует. И в почвах проводятся анализы следующие. Определяется калий-фосфор, кислотность, кальций-магний, тяжелые металлы. В этой лаборатории проводят множество разных исследований. Здесь проводят анализы на наличие или отсутствие в почве определенных микроэлементов, а также наличие тяжелых металлов в земле и растениях. Если в почве большое содержание тяжелых металлов, не обязательно, что они попадут в картофель, потому что сначала из почвы корни у картофеля берут на себя тяжелые металлы, потом они попадают в ботву, а уже из ботвы попадают в картофель. В сами клубни уже тяжелых металлов немного. Берем почву, готовим ее к анализу, варим. Получаются вот растворчики, и из этих растворов мы определяем содержание тяжелых металлов. Каждый отдельный металл определяем отдельно. Берем раствор и определяем в нем содержание тяжелого металла. На экране потом выводится уже результат, потом мы его распечатываем. Содержание меди в конкретном образце почвы. Из чего же состоит картофель? В нем содержится незначительное количество белков и жиров, зато много простых углеводов. Гликемический индекс у печеного картофеля равен 95. Это выше, чем у сахара и меда вместе взятых. То есть почти мгновенно картофель повышает содержание сахара до максимально возможного. Избыток сахара запускает процесс отложения жира. Так организм регулирует количество глюкозы. Поэтому картофель надо ограничивать людям, у которых есть проблемы с сахаром,
с сахарным диабетом, есть проблемы с высоким весом. Картофель несет под собой высокое количество колоража. Это простые углеводы, это высокий гликемический индекс. Соответственно, норма суточного потребления готового продукта у здорового человека не более 200 грамм. То есть это одна порция. При избыточном употреблении картофеля, так или иначе, у кого-то это раньше, у кого-то это позже, возникают заболевания. Преимущественно это заболевания, связанные с болезнью поджелудочной железы. Этот корнеплод диетологи советуют употреблять с другими овощами, нежирной рыбой или курицей. Если подавать этот овощ с жирным мясом, организм тут же отложит его в жиры. Чем быстрее у нас вырабатываются сахара, чем быстрее появляется инсулин, тем быстрее жиры депонируются, то есть откладываются в организме. Есть выражение «жир сгорает в огне углеводов». Углеводы – это источник энергии, поэтому жирное мясо с простыми углеводами, к которым относится картофель, употреблять не рекомендуется. Это будет, в принципе, сразу же отложение жиров. Мясо с картофелем несовместимо. То есть он может идти как гарнир, но надо понимать, чем выше жирность, тем легче будут жиры откладываться про запас. Они не смогут просто утилизироваться. В источнике той энергии, которую дает нам картофель, сгорать никакой жир не будет. Сгорают они все-таки с более сложными углеводами. Картофель содержит много щелочей, что делает его своеобразным антидотом от некоторых ядов, в том числе алкоголя, и лекарством от изжоги. Поэтому этот продукт рекомендуют включать в рацион при болезнях желудочно-кишечного тракта. Употреблять картошку следует в тушеном, вареном или запеченном виде. Так в нем сохраняется больше витаминов. Этот овощ содержит витамины группы В, витамин С, витамин К. В клубнях, приготовленных с кожурой и без соли, сохраняется больше витамина К. Витамин К нам нужен для поддержания водного равновесия, помогает нам выводить натрий. Есть такая специальная диета, она называется калиевая диета, когда в основном в рационе используется картофель. Ее может назначать только врач, не более 1-3 дней под контролем с целью снижения артериального давления, улучшения выведения жидкости из организма, то есть при каких-то показаниях. В других случаях специальная диета не может быть назначена. В сыром картофеле витамина К максимальное количество 680 мг. Когда я говорю про продукт, это всегда 100 грамм. Суточная потребность человека в витамине К 2500 мг. При варке, при жарке количество витаминов снижается. Витамин С падает вообще в разы, а витамина К отварной картофель без соли содержит в рамках 300 мг, а жареный картофель там в рамках 250. Кстати, репа, которую некогда из нашего рациона вытеснил картофель, по словам диетологов, более полезный продукт, поскольку он содержит более сложные углеводы по сравнению с картофелем. Гликемический индекс репы ниже, а пищевых волокон больше. Но от нее человек не получает такого удовольствия, как от употребления картофеля. А это важный фактор. Существуют продукты разового потребления и продукты потребления постоянного, регулярного. Любой продукт, он может быть использован в разовом потреблении, даже если он не совсем полезен, но он иногда очень хочется. Ведь никто не будет отрицать, что жареная картошка с грибами, она очень вкусна. И, наверное, можно себе позволить однократное употребление данного картофеля. Но постоянное потребление жареного картофеля не рекомендовано. Все-таки мы остановимся на отварном, на запеченном или на тушеном картофеле на воде. Сейчас, пожалуй, нет более любимого овоща, чем картофель. В настоящее время это растение возделывают во всех регионах нашей страны. Однако следует помнить, невзирая на все преимущества этого продукта, он может быть не очень полезным. Поэтому, чтобы этого не произошло, картофельным гурманам нужно просто научиться его правильно готовить и употреблять.